В настоящее время взаимоотношения между Узбекистаном и Таджикистаном вышли на новый уровень, на высокий уровень стратегического партнерства и успешно развиваются во благо развития наших стран. Отрадно отметить, что культурные связи между нашими странами и народами являются той духовной основой, которая удерживает всю конструкцию наших взаимоотношений. В эти дни в Республике Таджикистан проходят дни кино Узбекистана, которые стали самым главным культурным событием наших дней. В рамках этих мероприятий у нас в гостях на программе «На перекрестке» знаменитый артист театра и кино, заслуженный артист Узбекистана, председатель Союза кинематографистов Узбекистана Матякуб Садулаевич Матчанов. Здравствуйте, Матякуб Садулаевич. Салам алейкум. Добро пожаловать в город, к нам в город. Мы рады вас видеть в добром здравии. Как у вас говорят, спасибо большое за такую оказанную честь. Всегда приятно приезжать в Таджикистан, особенно в Душанбе, потому что зритель душанбинского я очень люблю. Вообще таджикских зрителей люблю, потому что таджикские зрители с узбекским зрителем, они ничем не отличаются, воспринимают как ты есть. Вот в этом, понимаете, вот, я о многом говорил, я сюда приезжаю не как гости, а приезжаю как своему родственнику. Хотел изучать таджикский язык, я хотел полностью передать свои эмоции об этих встречах. К сожалению, но на следующий приезд обязательно буду изучать таджикский язык. Будем рады. Вот вы сами сказали, что вы у нас не впервые. И каковы впечатления на этот раз? Вы ощущаете какие-то изменения в городе, в настроении людей, во взаимоотношениях? Это очень. Я уже третий раз в Душанбе. Не только в Душанбе, вообще мы были в Гисаре, там. В общем, не буду перечислять, где мы были. Я каждый раз, когда приезжаем, ощущаем, во-первых, отношение людей к искусству, отношение людей к узбекскому киноискусству, отношение людей вообще, знаете, из каждого года оно все укрепляется, укрепляется. Были какие-то моменты, нас хотели как-то ограничить друг друга. Мы раньше часто работали с таджикскими кинематографистами, таджикские кинематографисты, узбекскими кинематографистами совместно. Очень много проектов были. Мы до 91 года здесь снимались. Таджикские ребята, наши друзья, у нас снимались. Вот это какой-то был момент, мы потеряли вот эту взаимосвязь. Ну, народ, благодаря вот двум нашим руководителям, все-таки они сблизились. Вот это каждый раз приезжаю, вот это ощущается, все крепче становится вот это отношение. И при том вот сам по себе Душанбе все развивает. Как приезжаем там, вдруг это здание появляется, вдруг эти прекрасные улицы, прекрасные аллеи. И сам по себе народ доволен. Народ верит на свой следующий день, следующий самый ощущение, как будто вот... Вера в будущее. Да, вера в будущее. Это самое главное. Потому что вот, особенно молодежь. Потому что мы в каком-то смысле прожили свою жизнь. Мы должны оставить вот это самое благодеяние своим детям, грубо говоря, молодежи. А вот молодежь сейчас, знаете, вот в мире идет такая глобализация, в мире несколько государств, несколько национальностей уже теряет свое лицо. Да, отчуждение от своей корни, там, допустим. Ну, это беда. А вот приезжаешь в Таджикистан, в том числе и у нас в Узбекистане, вот эта самая молодежь, она воспитывается в традициях, национальных традиций там. Это самое главное. Надо я не знаю, я имя забыл. Если хочешь завоевать какое-то государство, во-первых, ударь ее по языку, ударь ее по национальным традициям, потом ударь ее на билем, обучение там, школа там. Образование. Вот когда вот это самое... разрушишь вот эти основы. Сам по себе и национальность, и государство будет разваливаться.
Дай Бог, чтобы этого у нас не было. Я думаю, что, я не уверен, не то что думаю, я уверен, что и узбекские, и таджикская молодежь, они никогда не будут терять свои корни, и никогда терять свои национальные традиции там. Это самое главное. У нас национальные традиции, что Узбекистан, что Таджикистан, они одинаковые. У нас вот никогда так раньше не было, чтобы такое понятие вот, национальность распределения, ты таджик, ты узбек, такого не было никогда. У нас предки раньше разговаривали на двух языках, поэтому у нас не только везде говорят, что мы одна нация, которая разговаривает на двух языках. Но это самое главное, что надо вот сохранить вот это самое и передавать на следующее поколение. Там. Я думаю, будущее и таджикского, и узбекского молодежи в хорошем смысле. Это, как у нас говорят, кележаки бюйк. Это значит, великолепное будущее ожидает. Потому что для того, чтобы освоить молодежи то, что сейчас необходимо, и это и технологии. На технологии возможности есть. Да, все возможности. Учись, еще раз учись. Спасибо. Как вы уже отметили, кинематографические связи Таджикистана и Узбекистана имеют древние корни, и они составляют яркие страницы истории нашей культуры. Как вот эти взаимоотношения развиваются в данный момент? То, что я говорю, мы какое-то время потеряли вот, другую связь. Вот сейчас, благодаря нашим руководителям государств, там, сейчас очень большой проект намечается. Уже 2 года работают над этим проектом. Фильм, масштабный, большой фильм об Абдурахман Джами, Алишер Наваи. Эти две мыслители, они много чего сделали для развития мировой цивилизации в средних веках. Мы должны показать всему миру, не только таджикским, узбекским зрителям, всему миру, что цивилизация и мысли этих двух великих людей там до сих пор воплощается в жизни каждого узбека, каждого таджика. Потому что сейчас в мире это очень главное. Когда в мире идет столько там войн, разногласий, несогласия, там такой. В мире, понимаете, мы все, как говорят, немат этого мира. У нас другой планеты нету. Да, мы все имеем благо. Право, да, мы все имеем право жить на этом планете. Да. Потому что Аллах назвал нас на эту планету там. Другого нету. Поэтому надо быть терпеливым, надо быть дружественным отношением. Вот дружба, вот, искусство, или марафат, вот наука, она сближает народ. Вот это двух мыслителей там, через них мы хотим передать вот самое. 2 года тщательно сценарий писали. Там не только и киношники, там и историки, и ученые, и литературоведы. Потому что народ, и таджикский, и узбекский народ прекрасно знает о Джами, о Наваи. Потому что в кино, да, это художественное кино, там, шаг налево, шаг направо невозможно сделать, потому что народ сразу это скажет. Да. Такого не было. Поэтому тщательно работали. Вот в этом году запускаем уже фильм. Да, и самое главное, они продвигали идею толерантности, которая сейчас очень важна для современного мира. И главный принцип должен взаимоотношений должно быть строиться именно на этом. Действительно. И как бы, знаете, вот особое место вот в развитии наших взаимоотношений играют Дни культуры Таджикистана в Узбекистане. Было уже несколько дней кино Таджикистана в Узбекистане. Были потрясающие, очень хорошие, запоминающиеся, яркие дни кино Узбекистана в Таджикистане. То, что этот шаг очень необходимый, важный. Что нужно делать, чтобы развивать вот эту традицию, обогащать его? Во-первых, сам по себе то, что вот, делаете вот такие культурные мероприятия, сам по себе это между двум народами, там, между какой-то интеграцией делают, знаете, вот. Потому что культура – это мост, особенно кино, мост между дружбами, там, народами. Там. Вот мы на этот раз, мы каждый год, каждый раз, когда приезжаем сюда, мы привозим с собой новые фильмы. Там. Да, очень намешано. Узбекистан в этом отношении, мы каждый год выпускаем около 20-25 картин художественных.
около 40 документальных фильмов, анимационных фильмов там. Очень много молодежи сейчас в сфере кино работает. В год 25 полнометражных художественных фильмов. Это большой. В каждом фильме там лежит огромные деньги государственные. Поэтому мы каждый год вот этот новый отобранные фильмы привозим на Дни узбекского кино и в Таджикистане, и в других государствах, чтобы нынешние зрители тоже посмотрели. Вот, допустим, мы этот раз 4 художественных фильма привезли. «Евролещ» — это «Эволюция» Абдулла Арипов про нашего великого поэта современности. «Судья». «Современный судья» — это социальный фильм. И еще комедия, разные жанры там, допустим. «Дацара» тоже называют. Это фильмы, новый фильм. Они буквально только ташкентский зритель видел премьеру. Еще наши области, там, вилаяты еще не видели. Да, были такие случаи, когда премьеры ваших фильмов состоялись именно у нас. 101 раз был, да. Премьера была. Премьеры здесь делали, да. А потом уже в Ташкенте, в Узбекистане делали. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы очень ценим и уважаем мнение таджикской кинозрителей. Потому что для нас они не чужие. Поэтому мы хотим показать их и наши коллеги там, какие у нас успехи, какие недостатки там, как надо делать, как надо. Мы, в общем, сообща делаем вот такие самые конференции там. И думаю, в дальнейшем, понимаете, вот зарождались вот такие проекты. Я думаю, в дальнейшем еще будет много-много проектов. И современные, и исторические, потому что есть нам что сказать мировым зрителям. Вы не только активно занимаетесь общественной деятельностью, но и много снимаетесь в кино, принимаете участие в обсуждениях, в кинофорумах и знаете эту сферу как бы изнутри. Вот было бы нашему зрителю очень интересно узнать от вас, какие положительные направления есть в современном вообще кино, которые радуют вас, и какие вызывают тревоги. Тревоги, знаете, давайте начнем с тревоги. Кино — это все-таки искусство. Да. Мне тревожит то, что кино становится более коммерческим. Да. Вот когда становится коммерческим, теряется, вот, знаете, там, вот истинное искусство там, да. Истинное искусство в чем заключается? Все-таки это первым делом, как это духовность должна быть, знаете. Да. Человек после того, как посмотрел фильм, он должен подумать, измениться. Есть слово такое в узбекском языке «дават». Да, да. И в таджикском оно звучит так же, да. Этот фильм должен сделать «дават». К чему? К прекрасному. К чему-то призывать, да. Да, призывать. Знаете, «дават». Изгуликке, как у нас говорят, изгуликке, чтобы хайрликке, яхчиликке, чтобы, посмотрев фильм, человек должен меняться. Да. В каком смысле? На хорошую сторону там. Да. Это искусство. С точки зрения коммерции там, да я понимаю, есть несколько жанров там. Я сам, допустим, часто снимаюсь в комедийном жанре. Но в каждом жанре можно делать решение там, допустим, чтобы этот самый фильм делать дават. А то, что, допустим, мимолетные коммерческие картины, я не воспринимаю. Вот это тревожно. И радуется то, что вот я в таджик-фильме тоже был, с ребятами общались. Я в прошлом году, позапрошлом году был в таджикском кинофестивале, там, международном кинофестивале. Там. Меня радует то, что очень много и таджикских, и узбекских молодежь возвращается к кино. Потому что они будут возрождать былые наши заслуги и таджик-фильмы, и узбек-фильмы. Да. Очень много молодежи. Вот это радует. Вот эта молодежь не пошел по коммерческим путям, допустим, а снимает вот добротные, очень хорошие такие картины. Вот это радует. Все-таки у нас много талантливой молодежи. И в Таджикистане, и в Узбекистане. Я хочу сказать этим, что есть будущее и узбекского, и таджикского кино. Вот вы, наверное, лучше знаете, что давно уже существует такое понятие, как киноискусство Центральной Азии. И вообще не странно, что сейчас это понятие несколько оживляется и стало более заметным.
Много, особенно снимают исторических фильмов, документальных, художественных, которые основаны на историю и фольклоре наших народов. Вот как вы думаете, каковы достижения и недостатки таджикского кино по сравнению с кинематографом соседних республик? Чем отличается для вас вот таджикское кино от других? Таджикское кино более такое авторское, понимаете, вот, психологическое, авторское, там, допустим, поэтическое кино. Очень поэтичные ребята снимают картины. Смотришь там, хочешь, не хочешь, там, войдешь сюда и плывешь там, допустим. Они много на что способны. Давайте начнем с этого. Кино, во-первых, от финансов зависит. Когда вот, как у нас говорят, достаточно средств, там, допустим, можешь любую там идею реализовать. Там, это все зависит от этого. А вот кино откуда должен взять деньги? Во-первых, понимаете, вот те люди, которые заинтересованы своим национальным идеей, национальной культурой развития, там, допустим, это во всем мире так. Да. Там должен быть, как правильно сказать, есть такое слово там. Меценатство. Меценатство, да. Вот было бы здорово, и у вас, и у нас появились бы какие-то... Ну, государство всех не может обеспечить, потому что у государства столько проблем. За счет государства там. И при том, знаете, сейчас люди отошли от кинотеатров. Они думают, лучше смотреть телевизор, или даже телевизор не смотрят. Они через интернет, вот, через телефон смотрят. Телефон, ну, да. это не кино. Это. Да, экран все поймите, сужается. Да, это не кино. А в кинотеатре такое ощущение, это атмосфера кино. Это таинственное кино. В кинотеатре только ощущаешь. Тем более вот а когда вот кинотеатр не посещаешь, когда в кинотеатре деньги не зарабатывают, когда кинотеатр деньги не зарабатывает, производители фильма тоже деньги не зарабатывают. Деньги, когда не зарабатывают, уже второй фильм они не могут снимать. Государство все время, потому что рыночная экономика. Мы раз перешли на рыночную экономику, будьте добры, надо поддержать как-то. Такие проблемы не только у вас, и у нас тоже самое. Потому что люди перестали как-то ходить в кинотеатр. Они говорят, вот выходит новый фильм, мы делаем рекламу, она говорит, а когда выйдет в YouTube? Когда выйдет в YouTube? Да. А то, что YouTube выходит, это нам никакой выгоды нет от этого. Потому что YouTube, знаете, там какие-то самые с вами проблемы. Мы на YouTube не работаем. Да. На интернет не работаем. У нас пока с такими платформами, как Netflix, пока контакта нету. У Netflix совсем другие корни. У них интересы совсем другие. Они зарабатывают даже деньги. Да. А должна окупаться это. Да. У нас совсем другие предназначения кино. Духовность, воспитание молодежи, в духу там, уважения к своим традициям. Для Netflix это неинтересно. Чтобы поддержать кино, во-первых, народ сам по себе должен решать. Тебе надо национальное кино или не надо? Если надо, посещай кинотеатр. Будь добр там. Плати. Потому что эти люди должны еще раз фильм снимать. Хорошо, что наше государство сейчас поддерживает. Да. Но у государства, кроме кино, столько проблем. Вот надо правильно это ощущать там. Надо, чтобы побольше меценатов подключать. Те, которые любят свое государство, свой народ, свои корни. Я к чему веду разговор? И в Таджикистане, и в Узбекистане очень много талантливых специалистов. И режиссеров, операторов, и актеров, и актрис. Мне очень нравятся таджикские актеры, наши коллеги. Я очень уважаю. Я с ними раньше работал, там, допустим. Пользуясь случаем, я хочу их еще раз поблагодарить за теплый прием. И, честно говоря, хочется с ними совместно в проектах участвовать. От общения рождаются новые идеи там, и толчок. У нас профессия такая. Вот каждый от роли отчеканить, получается
прекрасно там работать. Именно эти встречи дают новые идеи, новые проекты. Они очень много любят узбекских фильмов. Они идут и по официальным каналам, и на рынке, кинорынке Таджикистана очень много дисков и других носителей фильмов узбекских. И в Таджикистане вас больше знают как киноактера и любят вас. Что бы вы пожелали своим поклонникам? Огромное спасибо за такие приятные, теплые слова. Это всегда людям искусства, особенно актерам, нравится, когда его работу смотрят за границей. Там. В общем, поклонников. Я думаю, в дальнейшем очень хорошие дни наши ждут. Совместные проекты ждут. Пользуясь случаем, я хочу пожелать всему таджикскому зрителю огромное счастье, чистое небо и благосостояние там, здоровье. Но самое главное, берегите свои национальные традиции.